Всем привет, это канал Life, с вами Карина. Всем добра, любви, процветания. Мы в торговом центре Европа. Заходим в торговый центр, хотим попить кофе. Хотим рассказать, где мы каждый день пьем кофе. Вот. Сейчас мы вам покажем и расскажем. Все новогодние декорации уже убрали. Ну и неудивительно. На дворе-то ого-го. Сегодня 20 января 2020 года. Смотрите, сколько двадцаток сегодня. 20. И 2020 это еще 2 по 20. Все довольно вот так вот загадочно, да? Вот, мы идем сейчас по первому этажу и двигаемся к Бонвилю, где мы всегда пьем наш замечательный кофе. Капучино мы там пьем, все средний. Вот. Все продают, как обычно. Владимир Николаевич, помоги мне. Сейчас меня расстегнут. Я уж всяко и так, и этак. Так их надо обе вниз-то. Вот, все, расстегнула я. Расстегнулась я с помощью чужих рук. Все как обычно. Я все делаю в этой жизни чужими руками, да? Вообще, конечно, это сеть. Я уже говорила об этом. Шато Парадис. Вот тут, кстати, есть Порто-Мануфактура. И я никогда не пью здесь кофе, потому что я пила тут его 2 раза. И кофе просто не на мой вкус очень сильно. Хотя он натуральный, молотый, все как надо. Но они не умеют готовить кофе. Ну, к сожалению, не рекомендую, если вы хотите пить кофе. Порто-Мануфактура это просто не для вас. Если вы хотите там, ну, другое что-то, идите в Порто-Мануфактуру без проблем. Вот. Магазинчики. Много магазинчиков разных. Мы такие решили попить кофейку, потому что уже заработали, сегодня так устали. На улице ветрище, глаза болят. Пожаловаться своим зрителям немножко на жизнь хочется. Тут вот игрушечки продают. XS игрушки, это тоже сеть. Тут сувениры. В том числе из янтаря. Вот. Это Бонвиль. Это то, где мы каждый день пьем кофе. Ну, заходим. Вот сегодня мы покажем, как мы для всех каждый день выбираем предсказания. Вот у нас тут печеньки. Вот такие. Вот их немножко сегодня осталось. Они стоят 29 рублей. И вот я сейчас для всех выберу на сегодняшний день печеньку. Да, одну. И сейчас Владимир Николаевич пойдет покупать. А я где-нибудь пройдусь, тут немножко покажу сам этот кафе-шоп. Тут сыр продают. Масла, вино, ну, колбаса, конечно. Вот, мороженое. Молочные продукты, все как в магазине, несколько дороже, я бы сказала, конечно, по цене. Тут есть еще один Black and White кофе, они, по-моему, называются в Instagram the.coffee39, вот так вот, их Instagram. Они отдельную кассу ждут, все у них, свои баристы, вот. Но так вот примерно все выглядит. Готовая продукция, можно покушать. Вообще, вот готовая продукция здесь недорогая. Но продукты довольно-таки. Так, как алкоголь есть даже. Тут есть редкие какие-то вещи. Вот, например, сейчас я покажу. Протеиновый шоколад. Где вы его купите еще, да? Вот японские
всякие юки они называются, сладости японские. То есть их тоже только здесь можно купить. Ну, если про Калининград говорить, да? Вот. Потом все виды всяких вареньев, джемов. Вот тоже. Японские всякие штуки. Ну, они, конечно, у них небесная цена прям. Просто небесная. Тоже моти. И вот там всякие штуки есть прикольные. Тоже сейчас покажу. Соусы и приправы. Выбор, конечно, очень хороший. Вот, например, можно купить даже маринованные каперсы. Без проблем. Без проблем. Ну, есть, конечно, обычные наши, да, приправы. Там кетчупы и все такое, соусы. Ну, а есть вот прям бальзамический крем, например. То есть, понятное дело, что это редкость, где можно достать, да, майонез японский. Потом всякие другие иностранные. Вот Реми. Откуда этот майонез? Давайте посмотрим. Производство. Нидерланды. Вот весь. Ну, кто бы мог подумать. Вот. Но это все прилично стоит. Если вы хотите попробовать, у вас возможность есть, просто вы раскошелитесь. Ну и кокосовое молоко, да? Плута, кокосовые сливки даже. Вот. Макароны. 635 рублей. Но, скорее всего, они из Италии. Вот и все. Вся история. Ну, вот готовая продукция. Всякие салатики. Для вегетарианцев практически ничего нет. Зато есть роллы. Очень дешево прям. И вот Ольга недавно ела зимнюю клубнику. У нас она тоже есть, Ольга. Вот она. Зимняя малина, зимняя клубника. И даже зимние личи. И голубика. И сушеные ананасы. И все есть. Без проблем вообще. Тут столики. Можно занимать. Там стойка. И спокойно пить кофе. Ну, Владимир Николаевич. Я присяду сейчас. Он принесет мою печеньку, которую я ему заставила покупать для всех, для ютуба. Вот. И пока надо присесть. Конечно. Вот мы сейчас. О, мой кофе. Пришлось. Я первый раз здесь пролила кофе. Вот сколько я живу. Вообще первый раз. Ну ладно, видимо, так нужно было. Вот. Может, я, не знаю, на съемке так, чтобы мне было приятней. Ну, что еще могу рассказать? Кофе здесь стоит средний капучино. Если ты подписан на Инстаграм, то есть это обязательное условие. 89 рублей. То есть тебе идет 10-рублевая скидка. А если ты не подписан на Инстаграм, то кофе будет стоить 99 рублей средний капучино. В других в этой же сети, только ты в других уже, вот мне уже все тут. Вот еще рукав вытри. Видите, какой у меня муж заботливый. Он все делает. Вот я насвинячила, он все мне все помог, все сделал. Это как грех не запечатлеть даже. В других сетевых таких же вот кафешках, только маленьких, кофе дешевле. То есть, если вы придете в, называется, Тестилаб, если вы придете в зоопарк в Тестилаб, то там будет уже такой кофе стоить 69 рублей. Все просто. Все зависит от того, где вы находитесь, от местоположения. Считаю, торговый центр Европа популярное место, и тут огромный магазин, да, Бонвиль, кафе-шоп. Естественно, будет и цена, да, другая. Ну, давайте откроем печенье наше.
Наше печенье. Да, вот оно у тебя в кармане. Давайте его разломаем. Все как обычно. Я ломаю печеньку, потому что мне кто-то писал на моем другом канале. Ну, кстати, подписывайтесь на мой второй канал «Школа Таро Оливье». Писали, что я ломаю печенье. Как я могу так вот кощунственно к нему относиться, к этому печенью. А мы, вы знаете, мы его не едим почему-то. Мы этим печеньем кормим живность. Например, ворон. Вороны очень любят печенье. Так, ну давайте откроем нашу записульчику. И сегодня счастье не за горами. Вот такая записка. Я ее сейчас сфотографирую и помещу на YouTube, как обычно все. Вот. Ну, что еще хочу сказать? То, что это очень наше любимое место. Мы каждый день сюда приходим. Или в другие сетевые магазинчики и кофешоп. Пьем кофе обязательно. Хотя у нас дома есть кофемашина. И мы еще дополнительно 6 раз в день готовим дома кофе капучино обязательно. Это наш ритуал такой. И сегодня мы хотели даже постовать один день. И нужно было сидеть без кофе. И я не выдержала. Я написала Владимиру Николаевичу. Говорю: Вова, я хочу кофе, я не могу. Он говорит: ну хорошо, хорошо. Ладно, давай не будем. Не будем сегодня тогда, ладно. Да, именно сегодня. Тогда мы не сможем, раз ты не можешь. Вот так. Ну, наше путешествие продолжается. Мы сейчас попьем кофе, пойдем дальше. Все, мы попили кофе. Пошли дальше работать. Трудовой жизнью жить пошли. Вот. Такое вот кафе у нас. Такие пироги. И мы пошли дальше. Сегодня прям народу в торговом центре. Много людей. А мы какие-то сегодня вареные из-за погоды. Вчера вообще ничего не смогли снять, потому что уже ночью ходили в кино. И фильм был особенный про детей, которые страдают аутизмом, расстройством аутического спектра. И все, да, видят, что вот есть ребенок-инвалид, родители за ним ухаживают, родители с ним ездят по больницам, по специальным реабилитационным центрам, но никто... Вот книжная лавка, еще хочу показать книжную лавку, очень хорошая лавочка. И никто не понимает, что этот ребенок, ну, когда-то вырастает. Здравствуйте. Когда-то вырастает, и он становится подростком, там, дяденькой или тетенькой, да, взрослым человеком. Но болезнь никуда не уходит. И часто детки, которые вот так вырастают с такой болезнью, да, там, вот, допустим, при эпилепсии бывают расстройства аутического спектра, рождаются иногда с аутизмом детки. И они бывают агрессивные, когда вырастают. Ну, то есть там гормональные изменения идут в подростковом возрасте, в взрослом возрасте. И начинается агрессия. Иногда они избивают своих родителей, братьев, сестер. Так получается, да? И семья начинает считать такого человека опасным. Общество начинает считать его опасным. И чаще всего его закрывают в специальный реабилитационный центр. Ну, в любой стране он есть. Вот. Есть-то он, может быть, и есть. Но там пичкают такими препаратами, что человек как овощ становится, и все. То есть он лежит, смотрит в стену и не может больше нормально существовать совершенно. Вот. Говорит, не разрешена видеосъемка. Не разрешена съемка? Администратора. Ну хорошо, ничего страшного. И начинает быть просто как овощ. Вот. Ну и в итоге
так получается, да, что родители очень страдают у такого ребенка, у такого человека взрослого уже, ну, родителям-то у него все равно есть. И они себя очень сильно обвиняют за то, что там, допустим, они его сдали в такой центр. Но и домой они его взять не могут, потому что он для них опасный. И вот так вот по кругу, да. И фильм о том, что во Франции, в Париже один мужчина, ну, получается, больше 10 лет назад, взял и создал такой центр. Но в своей квартире, можно сказать, или в съемной квартире, вот я так и не поняла, нанимал простых людей, которые работу не могли найти, молодых парней, девчонок, то два слова связать не может, в школе не учились. Вот, и они по 3-4 человека вот держали такого вот буйного, а что делать? Но потихоньку входили в реабилитацию, то есть этот центр был основан на спонсорские деньги, на оплату родителей, которые сдавали его уже в другие условия. Никогда ребенка, вернее, взрослого уже, да, там подростка. Ну, там и 8 лет были, да, дети все-таки, и 10 там, и 15 лет, и 20 лет там, ну и 30 были. Вот, разные люди. И они уже видели, родители, да, что это не овощ будут делать из человека, а то, что его будут реабилитировать. Да, сначала он будет буйный, его будут по 3-4 человека держать. А потом потихоньку они там подходят и по терапию проводят, к лошадкам возят там и так далее. И вот фильм вот об этом. О том, что да, есть такая проблема в каждом государстве, и никто не хочет ей заниматься, по сути. И там была проверка, естественно, государственная. Вот, вы без лицензии работаете. Он говорит, забирайте эти 40 человек, просто забирайте. Заберите их. Попробуйте. И вот эти государственные инспекторы тоже вставили в тупик, они не знали, что делать. Вот такой фильм очень интересный. Смотрите его обязательно. Он идет в кинотеатрах. И в главной роли Винсент Кассель. То есть хороший фильм. И, ну, вообще, после видока, или видок, да, хороший тоже был фильм. И он мне сам как актер стал как-то близок, да, вот по духу. Понравился. И вот в этом фильме он, конечно же, не ударил в грязь лицом, а зарекомендовал себя. Вот тут у нас круассан-кафе. Вот такие всякие тортики. Я уже показывала, да, круассан-кафе, только в другом месте, по-моему. Вот здесь. Какая красота. Маленькие столики, булочки. Вот так. Ну, всем пока. Мы сегодня коротенькое видео записываем, потому что очень трудный трудовой день. Если что-то еще запишем, обязательно добавим.